Салам! Чувашский — это круто! Сегодня в тренде, между прочим, говорить на родном языке. Вдохновляться культурой и развивать свою идентичность. Я придумал, как соединить национальное и политику. И мы начали выпускать оппозиционную газету «Самоздат» на чувашском языке. Одни в этом ролике. Много лет я занимался в Чувашии политикой и активизмом. Мы участвовали в выборах, расследовали коррупцию, боролись с вонючей ярмой и китайским заводом. Но, как мне кажется, мы мало говорили о проблемах чувашского языка. Если вы подписаны на наш телеграм-канал «Сердитая Чувашия», вы, наверное, заметили, что в последнее время я стал уделять национальному больше внимания. Это неспроста. Когда началась полномасштабная война, я начал больше задумываться о причинах происходящего. Откуда берется ненависть к другим народам и культурам? Почему учить родной язык в школах уже не обязательно? На Акатуе в колонках теперь орет «Я русский», а квартиры сдают только славянам. Я из Чувашии приехал. Можно к вам заселиться? Мы иностранцев не заселяем. Вы можете прогуглить то, что Чувашия — это Россия? Нет, я не могу прогуглить. Я начал смотреть внутрь себя и искать самоидентификацию. Я стал думать, как можно делать так, чтобы мы меньше стеснялись себя. Как сделать так, чтобы больше говорить на чувашском языке. Чтобы он снова стал популярным у молодежи. Чтобы мы любили свою культуру и свои корни и гордились ими. Я стал чаще говорить и писать об этом, рассказывал в интервью. Мы стали думать, какой можно сделать проект, и придумали запустить первую за 100 лет оппозиционную газету на чувашском. Она называется «Урых Шухаш. Другое мнение». Это уже второй выпуск газеты. Его, как и первый выпуск, вы можете скачать по ссылке, которую я добавлю в описании. Газету нужно распечатать на обычном принтере и привезти к бабушке в деревню или подложить соседу в почтовый ящик. В каждом номере мы рассказываем о том, что не говорят по телевизору, про происходящее на войне и про вернувшуюся с нее, про великих творцов из Чувашии и про талантливую творческую молодежь, про полезные и классные инициативы. В газете нет никакого экстремизма, но все равно будьте осторожны, чтобы вас не могли за это привлечь. Сегодня это могут сделать буквально за все что угодно. Мы начали дублировать выпуски и на русском, поэтому для родственников, которые не говорят по-чувашски, распечатывайте смело русскоязычную версию, пусть они тоже подумывают, задумываются. Если вы отлично знаете чувашский язык, можете быть вы журналист или имеете филологическое образование, а самое главное, хотите нам помочь, присоединяйтесь к нашей редакции. Мы будем очень рады, напишите мне на эту почту, я с вами свяжусь. Газета выходит полностью благодаря вашим пожертвованиям. Спасибо большое тем, кто донатит на этот проект. Мы уже собрали 15 тысяч рублей, добавил туда я своих денег и выпустили 2 номера. Я надеюсь, что Урых Шухаш станет небольшим, но важным шагом для всех нас. И это повысит интерес и даже статус чувашского языка среди нашего народа. Если вам такие инициативы нравятся, подписывайтесь на наш Patreon и на Boosty. Раз в 3 месяца мы созваниваемся со своими спонсорами и обсуждаем, как нам двигаться дальше. Друзья, включайтесь! Читайте газету, распространяйте ее, присоединяйтесь к нашей редакции. С вами был Семен Костин, Севополу, что всем.